5 лет назад семья Яшиных не думала, что станет примером неудачного долевого строительства. Все свои деньги они вложили в будущую квартиру в доме комплекса 65/03. Мы полную сумму внесли, то есть мы взяли кредит, ипотеку, уже просрочка идет, это 4 года, или сколько, 5 лет. Без квартиры, без денег и без сроков, когда жилье будет готово. С 1 июля 2019 года таких историй больше быть не должно, говорят сторонники проектного финансирования или прямого участия банков в стройке. Теперь с этапа котлована и до сдачи дома они будут гарантировать сохранность денег покупателей жилья. Деньги, располагающиеся на эскроу-счетах, застройщик получает только в том случае, если он вводит объект в эксплуатацию и объект долевого строительства передает физическому лицу, то есть дольщику. Строить по новым правилам уже начали, пока добровольно. Через год это обязательно. Тогда застройщики прогнозируют небольшой, но рост цен на жилье. Пришел дольщик, заплатил деньги, они ушли в банк, и они там просто лежат, как на депозите у нотариуса или как на депозите того же банка, как на аккредитиве. И приходят они застройщику только после окончания строительства. А в это время он как-то должен существовать, как-то обеспечивать стройку, как-то платить зарплату и так далее. В новый проект уже включились крупнейшие банки России. Пока рабочая группа обсуждает, как именно они будут отвечать за сохранность средств. Есть вопросы и у застройщиков. Например, можно ли будет сначала строить дома, а потом продавать жилье. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Набережные Челны, Казань.